Одно из главных весенних развлечений в столице – катание на коньках. Где, как ни на катке, можно с весельем, используя для здоровья, провести свободное время. Всего в городе работает 5 мест для катаний. Наиболее популярные из них – Тала и Теплое озеро. Чтобы узнать о степени прочности льда, нужно прорубить специальные лунки, а уже при помощи этого приспособления – линейки с зажимом – измерить толщину ледяного слоя. И так в нескольких разных местах. После замерения вот этого льда, сколько толщина льда составляет, мы потом уже согласовываем и даем разрешение на заезд сюда техники, чтобы расчистил каток. Вскоре на этом озере у Якутского промышленного техникума появится официальный городской каток. Он пополнит список уже имеющихся на дамбе в 202 микрорайоне, на озерах Теплом, Талом, Саисары и Белом. Укрепляет ноги, свежий воздух, помогает здоровью. Лыжи что-то со школы уже не пошли, а коньки так, во время работы нормально. Это весело, полезно для здоровья. Основные посетители катков – это школьники и дети. Их безопасности нужно уделять особое внимание. Для этого сотрудники МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам проводят специальные рейды. В них ребятам рассказывают, как правильно вести себя на льду. Наши инспектора собирают детей, посетителей катка, и проводят профилактические беседы по мерам безопасности на льду, как вести себя на катках, что надо делать, что нельзя делать. Чтобы катание на коньках не причинили вред здоровью, сотрудники МЧС рекомендуют использовать защитную экипировку для ног и головы, двигаться по направлению потока людей, а также одеваться теплее и не сидеть на льду длительное время. Бесплатные катки на озерах и водоемах будут работать примерно до середины апреля. Владислав Шеремет, Василий Соловьев, Вести, Якутск.